Смотрите сегодня в выпуске. Заключенный в России Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку. Отказываюсь употреблять пищу, объявляю голодовку. Депутаты рассказали, что они думают о запрете абортов. Без шансів. Я вважаю, що це трошки божевільна ініціатива. Под парламентом требовали 100% украинизации в телерадиоэфире. Розмовляють українською, аби Путін захищав російську мову. Добрый вечер. 4 апреля, 1132 день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. Руслан Зейтуллаев, фигурант так называемого дела Хизбут-Тахрир, объявил бессрочную голодовку. Об этом он заявил в Северокавказском военном окружном суде и выдвинул ряд требований. 7 сентября в прошлом году российские власти назвали севастопольца Руслана Зейтуллаева организатором ячейки Хизбут-Тахрир и приговорили к 7 годам колонии общего режима. Севастопольцы Ферат Сейфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, которые проходили по этому делу, получили по 5 лет исправительной колонии общего режима. Отказываюсь употреблять пищу, объявляю голодовку и требую. Первое. Прекратить уголовное дело в отношении всех крымских татар по статье «Экстремизм, терроризм» по делу 26 февраля. Второе. Допустить Министерство иностранных дел Украины в СИЗО №1 города Ростова-на-Дону для личной встречи с ее представителями. Третье. Отменить решение Северокавказского военного суда в России над 3 гражданами Украины, находящихся в ВК общего режима, только лишь по религиозному и национальному признаку. Свидетели защиты рассказывают о провокации и правонарушениях со стороны представителей пророссийского митинга. На 99-м заседании оккупационного суда по делу Ахтема Чийгоза свидетель Мустафа Маушев рассказал о том, как проходили акции под крымским парламентом 26 февраля 2014 года. Самого заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в организации массовых беспорядков, в зале суда не было. Заседание проходило в режиме видеоконференции. Но после обеда электричество в суде и СИЗО выключили. Заседание перенесли на завтра. На стороне пророссийских митингующих использовался газ, он видел дымку, он обнаружил арматуру, кусок арматуры 12 размера, лежащую на земле, причем рукоятка была сделана из изоленты разного цвета, которая изображала цвета флага государственного Российской Федерации. Он обратил внимание сотрудника милиции на то, что там имеется эта арматура, однако сотрудник милиции взял и просто выбросил ее в кусты. Алуштинскому депутату и редактору местного издания продлили срок ареста на месяц. Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд удовлетворил ходатайство российского следователя и продлил срок содержания под стражей до 4 мая Алексею Назимову, редактору алуштинского издания «Твоя газета», и Павлу Степанченко, депутату местного городского совета. Оба подсудимых объявили о прекращении голодовки, которая длится с 25 марта. Алексея Назимова и Степанченко задержали в прошлом году, 4 октября, с подозрением в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Назимов требовал деньги у представителя алуштинской организации «Единая Россия» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии. Они уговаривали мне критические статьи не писать, уговаривали писать про «Единую Россию». Я отказался. Единственный на компромисс, который мы согласились пойти, потому что давление было с их стороны довольно серьезное, это в своих критических статьях не упоминать о «Единой России» и принадлежность наших руководителей города к данной партии. Муфти Крыма Айдер Рустамов с официальным визитом находится в Турции. Он и председатель Совета улемов мусульман Крыма Илимдар Хайруллаев встретились в Анкаре с министром Турции по делам религии Мехметом Гюрмезом, главой департамента международного сотрудничества этого же министерства Кемалем Улудагом и заместителем председателя Высшего совета по делам религии Джинксу Учером. Во время беседы муфти рассказал о репрессиях против мусульман в оккупированном Крыму. Также стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
В Санкт-Петербурге после анонимного сообщения о заложенной бомбе во вторник, 4 апреля, закрыли станцию метро «Сенная площадь». Людей, возлагающих цветы к мемориалу у входа в метро, эвакуировали несколько карет скорой помощи. Напомним, вчера, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли 14 человек, 62 пассажира получили ранения. В России объявлен трехдневный траур. «100% государственного языка в украинском телерадиовещании». Акция с таким названием состоялась под стенами Верховной Рады Украины. Участники в руках держали плакаты, требовали ускорить принятие закона о государственном языке. Сегодня его не было в повестке дня сессии Верховной Рады. Эксперты считают, что тенденция 100% украинизации понятна, однако нужно учесть и права нацменьшинств, поскольку Украина – многонациональная страна. Ми вимагаємо чітко, що нехай буде 100% української мови на телебаченні. Якщо ми побачимо ті території, які розмовляли російською мовою, то найперше, яких не було української історії, які не було української мови, найперше пройшла війна. Щоб сказати, що розмовляють українською, аби Путін захищав російськомовних. Без сумніву, стимулювання української мови повинно відбуватися. У нас є декілька народів, не мають іншої державності, ніж Україна, наприклад, кримські татари. І я думаю, що якщо буде введено 100% обов'язок мовити українською мовою, це обмежить такі народи, власне, комунікувати через такий сучасний вид коммуникации як медиа. Преступление или выбор женщины. Законопроект депутата от блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова, предлагающий запретить прерывать беременность по желанию женщины, вызвал бурные дискуссии. На депутата ополчились феминистки и правозащитники. Заман попытался узнать, что думают об этой инициативе коллеги Голубова. Из Гражданского кодекса право женщины прерывать беременность до 12 недель, разрешить делать аборт только в 3 случаях: угроза жизни женщины, медицинские показания и изнасилование. Такой законопроект 9 дней назад зарегистрировал в Раде нартеп от блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов и исчез из поля зрения журналистов. Не появился депутат и на сегодняшней сессии украинского парламента. Дело в том, что его эту неделю не будет. Он приболел и на больничном. Ну, надеюсь, до следующей недели выздороветь. Может, до четверга, я не знаю. Поддержать депутата готова активистка Юлия Шульга. Признается, сама сделала 4 аборта. Сначала заставляла мама, потом уже на руках были маленькие дети. И каждый раз приходило чувство вины. Это происходит, как только ты приходишь в себя после наркоза. То есть сразу ты понимаешь, что ты сделал. Тебе сразу плохо. То есть, знаете, это уже какая-то связь. То есть была связь у матери с ребенком. Теперь Юлия помогает женщинам сохранить беременность. И это хорошо, что закон не оставляет права выбора, уверена она. Просто смешно. Право выбора. Я же говорю, мы делаем убийство. Это совершается убийство. Против законопроекта ополчились феминистки. Аргументы его автора о том, что запрет улучшит демографическую ситуацию и абортов станет меньше, не соответствуют действительности, уверены они. Я вважаю цей законопроект дуже небезпечним, бо, як показує статистика, світова заборона абортів не приводить до зниження рівня абортів, вона приводить до зростання чорного ринку, де проводяться незаконні аборти в неналежних медичних умовах, і врешті-решт це призводить до збільшення смертності серед жінок. Такой же закон уже 20 лет действует в Польше. Есть он и в Нидерландах, где низкий уровень абортов. Но сравнивать опыт этих стран с Украиной некорректно. У нас это приведет к тому, что станет больше сирот, уверены правозащитники. В этом законопроекте автор ссылается на опыт Нидерландов. Это выглядит еще более абсурдно, потому что в Нидерландах до уровня жизни Нидерландов в Украине еще расти и расти много лет. И говоря о том, что в Нидерландах очень низкий уровень абортов, разумеется, потому что там очень низкая криминогенная ситуация на улицах, и уровень жизни такой, который позволяет даже одинокой женщине спокойно воспитывать ребенка.
Опрошенные нами коллеги Дмитрия Голубова не видят шансов у его законопроекта. Без шансів. Я вважаю, що це трошки божевільна ініціатива. Треба вирішувати в інший спосіб. Треба вчити людей користуватися тими ж запобіжними засобами, протизаплідними засобами. Треба збільшувати освіту в школах для дівчат, для хлопців. Я не могу говорить от имени фракции. Я лично за этот закон голосовать не буду, если он будет в сессионном зале. В каком-то угаре популистов можно и на это собрать голоса. Но я считаю, запрет абортов – это возвращение в Средневековье. Я проти абортів, але я і проти цього законопроекту. Будь-яке штучне регулювання, а особливо заборона пряма, приводить до неймовірно негативного наслідку. Я як лікар вам про це кажу. Треба вчити чоловіків про відповідальність перед майбутнім своїх майбутніх жінок. Треба працювати над матеріальним і якісним покращенням життя. І тоді буде воно зменшуватися природньо. Пока проект закона изучают в Комитете по охране здоровья. И попадет ли он в сессионный зал в таком виде, еще неизвестно. Если это произойдет, феминистки обещают пикетировать Раду против его принятия. Роман Спиридонов, Лидия Полянская, Эльдар Тарахташ, Эльдар Исматов. Заман, АТН. Молодых вокалистов полуострова научат выступать на большой сцене. Крымская продакшн-студия Ars Music Production запустила новый проект. Объявлен кастинг среди исполнителей от 15 до 20 лет. Известные крымские композиторы и певцы помогут артистам с выбором репертуара, аранжировкой и записью музыки. Проведут мастер-классы по сценическому мастерству. Цель этого проекта – запись новых песен, новых аранжировок, новых текстов и клипа. И при этом, при всем, все финансовые затраты несем мы. Мы приглашаем в продакшн не только тех, кто имеет опыт вокального исполнения, но и тех молодых людей, которые, возможно, впервые в жизни возьмут в руки микрофон. В вокальном обучении мы готовы применить свои методики. На этом пока все. Следующий выпуск «Заман» в 20:00, на украинском языке проведет Эскиндер Меметов. А через несколько минут эфир продолжит программа «Бугун». Айдер Муждабаев и Ирина Ромалийская поднимут тему общественного телевидения с журналистом Зурабом Аласани, кандидатом на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Всего хорошего. Будьте с нами.